Добро пожаловать. Значит, я повторю, как и было анонсировано, здесь сегодня в городе Лёвен, в Бельгии, собрались представители украинских организаций, представители чеченских организаций, представители правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. И мы рады, что вы смогли подключиться с нами на связь. Передаем вам слово. Все вас слушают. Спасибо. Здравствуйте, мне тоже приятно всех вас приветствовать. И замечательная инициатива совместного конгресса чеченской и украинской молодежи. Это очень правильное братство между нашими народами, потому что, к сожалению, наши народы, наверное, в наибольшей степени пострадали от этой Российской империи, от этого зла, которое продолжается уже столь долгое время и которое столько горя принесло нашим нациям. Мы, как украинский парламент, сегодня протягиваем руку поддержки, как Украина протягиваем руку поддержки чеченскому народу. Я имею честь возглавлять межфракционное объединение «За свободный Кавказ» в парламенте Украины, инициировал постановление о признании независимости Чечни и Ичкерии, и парламент Украины осенью прошлого года принял решение постановления, признав Чечню оккупированной Россией и признав геноцид чеченского народа, который де-факто произошел, и сначала это произошло в 40-е годы, потом это произошло в 90-е, начале 2000-х годов. Сегодня этот геноцид Россия развернула по отношению к украинскому народу. И для этого Россия использует чеченцев, которые живут на территории Чечни, бросая их убивать украинцев и умирать самим. И, конечно, это такая классическая имперская политика, колониальная политика. И мы должны в единстве на нее ответить и добиться того, чтобы раз и навсегда Российская империя прекратила свое существование. Залог безопасности в Европе, залог безопасности в мире — это деимпериализация России, деколонизация, освобождение тех народов, которые на протяжении уже многих десятилетий, некоторых столетий фактически колонизированы, и Россия просто высасывает все из этих народов, включая, собственно говоря, их жизни. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы поддержать стремление чеченского народа к свободе. Чеченский народ показал это в 90-е годы, фактически выиграв Первую войну против этой огромной империи, что казалось просто невозможным. Небольшой чеченский народ против этой огромной махины под названием Российская Федерация. К сожалению, во время Второй войны, в том числе воспользовавшись расколом, какими-то раздорами, Россия смогла подавить сопротивление чеченского народа, и мы видим, что происходит сегодня там, на Северном Кавказе. Поэтому наша задача раз и навсегда деимпериализовать Россию. Российская империя должна быть разрушена. Я думаю, что украинский народ вместе с чеченцами и другими народами Кавказа этому приложит наибольшие усилия. Поэтому я желаю вам успешной работы. Я верю в будущее, свободное будущее чеченского народа. Как политик, как представитель Украины в парламентской ассамблее Совета Европы буду дальше поддерживать чеченцев, которые стремятся к независимости. Ичкерия марша, слава Украине! Мы выражаем вам благодарность за все ваши усилия и поддержку. Я напомнил перед тем, как вы подключились, я напомнил все инициативы, которые вы предпринимали на пользу нашего народа, на пользу нашего государства. Еще раз благодарю вам за ваше участие. Я прислал вам по WhatsApp резолюцию вот этого форума. Если у вас есть замечания, конечно же, вы можете их сформулировать, и мы их примем в учет. Но по окончании этого форума мы примем эту резолюцию и будем по ней действовать. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Слава Украине.